Всем привет, это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин работает у микрофона. Напомню, что в Крыму нас можно слышать на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне нас тоже можно найти. Ищите нас на отметке 105,9 FM. Также нас можно легко найти в сети интернет. Во-первых, вы можете зайти на сайт Крым Реалии, там найти такую красную кнопку, нажав на которую вы получите сигнал трансляции нашего прямого эфира. Кроме того, в видеоформате послушать и посмотреть наш эфир можно на YouTube. Ищите канал Крым Реалии, подписывайтесь на него. Обязательно подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить наших следующих эфиров. Также напомню, что во время прямого эфира к нам можно звонить по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Далее в нашем эфире мы продолжим разговор на тему детской литературы о Крыме, и продолжим мы говорить о детской крымско-татарской литературе, о том, в каком состоянии она находится сейчас, как она продолжает свое развитие. Если обратиться к различным публикациям о состоянии детской крымско-татарской литературы, то можно наблюдать такую картину, что она вполне естественным образом, детская литература, развивалась до трагедии депортации 1944 года, но даже находясь в местах депортации, крымско-татарские писатели продолжали писать для детей. Вот об этом поговорим, о том, как сейчас продолжает развиваться крымско-татарская детская литература, несмотря на те сложные обстоятельства, в которых снова оказался крымско-татарский народ. И начнем мы наш разговор с Джамиле Сулеймановой, литературоведом, членом жюри конкурса «Крымский инжир». Джамиле, я вас приветствую в нашем эфире. Доброе утро, здравствуйте. Итак, давайте начнем, наверное, с сегодняшнего состояния, в котором находится крымско-татарская детская литература. Что можно сказать об этом? Есть ли достаточное количество литературы детской на крымско-татарском языке? Да, действительно, сегодня у нас такое сложное, интересное время. Говоря о крымско-татарской литературе сегодняшнего дня, то радостные такие моменты. Скажу о том, что у нас появляются все новые и новые авторы, пишущие для детей. И радует то, что потихоньку появляются не только пишущие стишочки маленькие такие, но уже и прозу, и более такие серьезные произведения. Пусть это будут сказки или какие-то фантастические рассказики. Мы нуждались в этом в последнее время. Хотелось бы отметить, что все-таки крымско-татарская детская литература периода депортации и возвращения в Крым — это литература, развивающаяся, уже продолжалась по инерции развиваться в стиле советской литературы, как, в общем-то, и, наверное, у всех народов Советского Союза. Она была больше такая дидактическая, поучительная и так далее. Хотя, говоря о детской литературе, я не могу сказать, что у нас не было интересных вещей последние, например, 10-15 лет. И в период депортации тоже были очень хорошие рассказики, но все-таки это было ориентировано на возраст, это дошкольный и до 10 лет. Сейчас, я думаю, что я не могу сказать, что сейчас мы можем похвастаться, говоря о литературе для детей, которым подросткового периода. Например, таких захватывающих прозаических произведений у нас, к сожалению, еще нет, но намечается тенденция, и потихоньку наши авторы будут, наверное, затрагивать эту сторону детской литературы. Но хочу сказать, что
период депортации и период возвращения депортации — это авторы и старшего поколения, это и Белял Мамбет, это наш классик Нузвет Умеров, его великолепные и стихи, и сказки написаны. Это Айше Кокиева, которая писала и пишет и поэзию, и небольшие рассказики. Это Наджия Аметова, наша прозаик, писала, к сожалению, последних вещей не знаю, писала детям нашим. Это Юнус Кандым, наш классик с его великолепными стихами. Это Решит Мимиш, все-таки поэт для детей, писал, наверное, один из интереснейших поэтов, писавших для детей. Этот период я могу сказать золотым фондом, потому что те авторы, которых я перечислила, это люди, знающие крымско-татарский язык на очень хорошем уровне, как родной язык, действительно. А возвращаясь к новейшей литературе, детской литературе, я должна отметить, что сейчас тоже, во-первых, пишут Умеров наш классик, это старшее поколение, он прозаик, и его и детские стихи, и прозаические его произведения очень интересные, с хорошим языком. Сергей внес вклад в детскую литературу огромный с его прекрасными детскими стихами и языком. Альяна Усманова и Эмине Усейн. Но сейчас уже вошедшие, влившиеся в детскую литературу, это, я бы хотела сказать, отметить Эльмаз Бахшиш с ее просто великолепным языком, с ее великолепным крымско-татарским языком, чувством детской психологии и так далее. Это Лилия Муратова, это Сусанна Джемилева, это Софет Сейдамет и, конечно, Майя Софет. Но то, что те имена, которые я перечислила, я отметила Эльмаз Бахшиш и Майя Софет, это носители крымско-татарского языка как родного. А остальные уже, Сусанна Джемилева, Софет Сейдамет, они пишут сейчас, но, к сожалению, больше на русском языке, и их работы будут, их произведения водиться пока еще будут. Но перспективные. Их задумки, я видела новые произведения, прочитывала. Думаю, что перспектива очень хорошая. Самое важное сейчас захватить вот этот пласт подростковый. Это совершенно у нас пустой пласт, совершенно не затронутый. Я правильно понимаю, потому что, будучи детьми, не имело возможности это поколение читать литературу на родном языке? Да вы знаете, даже, наверное, не проблема. Вот я эти дни думала, размышляла над этим. Я, скорее всего, думаю, что в период депортации, к сожалению, мы не обратили достаточного внимания, не уделяли детской литературе. И я сама закончила Ташкентский педагогический институт, крымско-татарское отделение. И с уверенностью скажу, что вот достаточного внимания детской литературе, именно подчеркивая подростковую литературу, не было уделено внимания достаточно. И утеря связей. Если наши классики писать в 20-х годах, а до этого это был детский, а в 20-х годах уже появились прозаические произведения Асан Сабри Айвазова, Абидулла Удабаш, ряд его произведений для детей, это 20-е годы и начало 30-х годов. Это Асан Чергеев с его поэзией для детей, это Нузет Умеров с его поэзией для детей. А потом идет период, когда мы не знали их произведений, период депортации, и о их детских произведениях мы начали читать, если вы представляете, в 90-х годах.
Это вот я была студенткой в 90-х годах, только где-то наши преподаватели находили нам и давали возможность прочитать эти произведения. И вот эта вот преемственность, она была утеряна. И после этого те, кто начинал писать для детей, они больше обращали внимание, уделяли внимание возрасту самому маленькому. А вот подростковое поколение оставалось без внимания, и я думаю, что это очень большой пробел. И тогда вот, наверное, уже в период возвращения наш в Крым мы потеряли своего читателя. Вот именно детки, когда маленькие еще, детский сад, начальные классы, они активно родителям дают читать и так далее, учить, заучивать стихи, читать сказки и так далее. А потом идет 5-6 класс, и уже мы теряем своего читателя. Ему нечего было предложить. Я думаю, что и сейчас особо нам нечего предложить. И таким образом мы и теряли и читателя, и таким образом терялся интерес к родному языку. И вот если сейчас мы это осознать и вернуться, постараться восполнить этот пробел, тогда есть вероятность привить любовь к родному языку вот с детства. Да, наши детки знают почти все крымско-татарский язык. Ну, не скажу, что 90%, но думаю, что 70% наших детей могут до 5-6 лет хорошо рассказать стишок. Они понимают, о чем идет речь. Еще артикуляция работает на крымско-татарский язык, а уже начиная с 3, 4, 5 класса теряется язык, он остается на уровне, очень узком, уровне бытовом. И причина, думаю, что вот нечего читать, нечего смотреть, нечего слушать нашим деткам на крымско-татарском языке. Я напомню, что беседуем мы с Джемиле Сулеймановым, литературоведом, членом жюри конкурса «Крымский инжир». И в предыдущей нашей программе, где мы обсуждали современную украинскую детскую литературу, в которой упоминается Крым, рассказывается детям о Крыме, мы говорили о том, что украинские современные писатели, они реагируют на то, что происходит, на то, что происходит в мире, на то, что происходит в Украине в последние годы, и так или иначе пытаются объяснить происходящее детям вот путем раскрытия сюжетов, которые частично или полностью происходят в Крыму. Вот вопрос к вам следующий. Как меняется тематика детских произведений? Вот мы с вами такие 3 условных периода сейчас определяем, может быть, даже 4. Это до депортации крымских татар из Крыма, период нахождения в депортации и возвращения в Крым, и вот современный период. Как за это время, за 100 лет, можно говорить, меняется тематика детских произведений в крымско-татарской литературе? С одной стороны, можно, конечно, безусловно отметить изменения. Это до депортации и в период депортации. Если в 20-е, 30-е годы мы не будем останавливаться, это чисто такое произведение, написанное под воздействием идеологии и так далее. Хотя там есть очень хорошие сказки, именно авторские сказки с подтекстом воспитания и так далее. Но те произведения, которые написаны в 20-х годах, это сейчас является классиками крымско-татарской детской литературы. В них эти произведения, скажу, что они написаны несколькими слоями. Имеют и для детского восприятия очень большое глубокое содержание, и даже для взрослых эти произведения интересны. В этих произведениях, то бишь в 20-х годах, для детей, для подросткового периода, например, затрагивались проблемы довольно глубокие, достаточно глубокие. Это и любовь к родине, это и проблемы, стоящие перед и детьми, и перед народом, и так далее. Это были произведения, написанные для детей, но содержащие очень глубокие
вопросы, дающие ответ на многие глубокие вопросы. И отношения даже мальчиков и девочек. Что я думаю, что в последней советской детской литературе вообще считалось, крымско-татарской литературе, я даже скажу, что это как табуировано, не раскрываемая тема была, например, отношения девочек, мальчиков и так далее для подростков. Если мы будем смотреть литературу периода депортации, мне кажется, что совершенно огородили от проблем крымско-татарского народа. И единственное, что мы могли в своих произведениях прочитывать, это любовь к родине. Это какие-то сохранения традиций и так далее. Но проблем, я думаю, что особых проблем в детской литературе мы не сможем найти. Это только воспитательные моменты. Не затрагивалось наше социальное, наше положение политическое и так далее. Я думаю, что как-то мы очень уж ограждали своих детей. И, как я и сказала, что в советский период я не могу сказать о произведениях для подростков. Есть юношеские произведения Гульнар Усейновой. Это уже по возвращению в Крым написанные произведения. Вот о них можно сказать, что да, там какие-то проблемы рассматривались, но это чисто, я даже думаю, что это больше это отношение людей. Но не состояние наше возвращение в Крым, наши какие-то требования, наши недостатки и так далее. Об этом, я думаю, что нашим детям мы не говорили. А если говорить о новейшей литературе и о прозе, и поэзии для детей, то тоже, к сожалению, я не могу сказать, что сейчас мы в своих детских произведениях каким-то образом рассказываем или учим наших детей увидеть проблему. Я не могу об этом сказать, может быть, я что-то упустила. Но хотя я сейчас вспоминаю, вы сказали о украинской литературе, я вспоминаю, мы были на встрече с писательницей, она писала о Крыме, действительно, там были эти моменты. Эти произведения, прозаические произведения были написаны для подростков. И, конечно, в этих произведениях уже можно ставить какие-то проблемы, а у нас проблем огромное количество, безусловно. И возвращение в Крым, и вливание наших детей в крымское общество. Бесчетное количество проблем. Но, к сожалению, я не могу сказать, что детская литература, подростковая литература, и мы каким-то образом своих детей готовили к вхождению нового общества и построению. Мы, как я и выше отметила, что в детской литературе, я думаю, что теоретики, преподаватели не Таврического национального университета, не Крымского инженерно-педагогического института, университета не уделяли достаточного внимания. Давайте поговорим о конкурсе «Крымский инжир», который уже несколько лет проходит на материковой части Украины. И на этот конкурс приходят, насколько я понимаю, в том числе и произведения для детей. Расскажите, о чем пишут сейчас вот те авторы, которые присылают вам свои работы. Это и проза, и поэзия. Я бы хотела остановиться на сказках Лилии Муратовой и Эльмаз Бахшиш. И в прошлом году, и в этом году Эльмаз очень интересные свои стихи и переводные. Лилия Муратова предложила нам сказку, тоже очень интересная. Я думаю, что она не имеет даже аналогов в нашей литературе. Мне она очень понравилась. Ценность этого автора, она пишет на диалекте. Не заканчивала каких-то учебных заведений, не имела близкого отношения с литературой в плане теории литературы. Пишет она на своем диалекте южнобережном и редактирует немножко. И ее сказки,
И помимо той сказки, которую она отправила на Инжир, и другие сказки, они достаточно интересны. Мне кажется, нужно уделять ей больше внимания. Были произведения Зульбие Сеттаровой и Алиме Куркче. Алиме Куркче, она взрослого поколения, представитель взрослого поколения, и ее произведения когда-то были напечатаны на Лиге на литературу. Но я не могу сказать, что в их произведениях, вот в этих произведениях, присланных, они очень интересны, достойные, да, для детей. Но если говорить о проблемах, о том, о чем мы говорили чуть выше, представляем ли мы детям нынешнюю ситуацию там в Крыму и так далее, наше положение и так далее. Нет, мы ограждаем своих детей, об этом я не могу сказать. Но сами произведения интересны, достойны печати. Я думаю, что и Алиме Куркчи, и Илмаз Бахшиш, у ее много книжек, я думаю, 5-6 книжек выходила, издавалась с интересом, раскупается, читается с детьми. Зульбие Сеттарова, Лиля Муратова еще не выпускала даже книг, если вы представляете, это современная литература наша в последнее время, за 4 года, я даже не знаю, чтобы ее книжки какие-то выходили. Но радует то, что у нас есть «Арманчик», это литературный журнал ежемесячный, в котором, я думаю, что все последнее, что печатается, пишется, оно издается, и детки могут читать, родители могут знакомиться с новой литературой. И есть электронный ресурс Крым Джуниор, где тоже собирается вся детская литература, где можно знакомиться с крымско-татарской литературой. Но, как я и ответила, это очень узкий круг читающих и прослушивающих на крымско-татарском языке детей. К сожалению, вот сейчас такое положение, что родители недостаточно уделяют внимание для детей, для изучения их крымско-татарского языка, потому что в последнее время опять проблемы с изучением языка в школах. А нынешние родители – это уже очень молодое поколение, 25, 27, 30, 35 лет. Это родители сами недостаточно хорошо знающие крымско-татарский язык. Это все вот взаимосвязано. Я думаю, что надежда, опять же, остается на школу. Школа может все проблемы, многие проблемы решить, но не будем углубляться. Вот так. Сейчас на ваш вопрос я ответила тем, что нынешние на Инжир приходящие произведения для детей, они интересны, но не отвечают, может быть, последним политическим каким-то вопросам вот нынешнего времени. Вот так я вам ответила. По вашему мнению, насколько издательства охотно идут на сотрудничество с крымско-татарскими авторами, с авторами, которые пишут на крымско-татарском языке? Я думаю, что я не знаю тонкостей издательства, сотрудничества и так далее, но автор, крымско-татарский автор понимает, что его книги невозможно издать в очень большом количестве. Они не продадутся, наверное, если я правильно понимаю политику. И каждый автор, идя на сотрудничество с издательством, он должен понимать, что те деньги он не сможет окупить, которые закладываются, а уже крымские издательства насколько захотят связываться в этом плане с этим проблемой. Было у нас издательство в Крыму, Крым Учпедгиз, и они очень помогали авторам. Я думаю, что были какие-то материальные помощь какая-то, и это происходило как-то менее болезненно. Я знаю, что в последнее время есть какие-то небольшие издательства, которые идут на сотрудничество. Илмаз Бахшиш издавала
вот ее великолепные книжки, они иллюстрированные Заримой Хайретдиновой. Ну, о тонкостях я не могу сказать. Пытались в Украине материковой части, здесь где-то в Киеве, во Львове издавать. Ну, опять же, я думаю, что материально это очень сложно, а потом, как это изданные книги, как возможно перевести, вот такие вот трудности, я думаю, что останавливают и издательство, и авторов. Ну, я не могу углубленно и более точно на что-то ответить. Но в нашем предыдущем эфире, в котором мы обсуждали современную украинскую детскую литературу, мы говорили о том, что необходима в нынешних условиях взаимная интеграция, да, и взаимный перевод, например, крымско-татарских произведений для детей на украинский язык и, в свою очередь, произведений украинских авторов для детей на крымско-татарский язык. Что вы думаете по этому поводу? Это первый вопрос, да, и, конечно же, вопрос по вашему мнению. Стоило ли бы уже включить произведения крымско-татарских писателей, в том числе и для детей, в школьную программу? Первый вопрос, то, что о переводах, это безусловно. Вообще я всегда считаю, что перевод это всегда обогащает литературу, и это переведенные произведения дают возможность видеть мир в своем языке, через свои картинки. Это очень важно. Это обогащает и литературу, и читателя. Я всегда за переводы. И думаю, что в этом направлении нужно работать. И Крымский инжир показал, насколько хороший результат можно получить. Пожалуйста, сейчас я вспоминаю Инесса, я, может быть, фамилию быстро не вспомню, и переводила Илимас, и они взаимно переводили друг друга произведения, и получились очень хорошие результаты, мы видели. Этим надо серьезно заниматься и просто уделить большое внимание. Я думаю, что и нам есть что предложить украинскому читателю, и будет ему интересно. И я думаю, что немало произведений. И, может быть, сейчас не нужно возвращаться вот в 20-е годы, те сложные произведения брать, а брать нынешнюю, современную, новейшую литературу, новую литературу. Литературу даже диссертационного периода, там можно выбрать очень хорошие сказки авторские, очень хорошие какие-то баллады есть. Ну, если этим серьезно заниматься, то украинскому читателю нам есть что предложить. А когда уже мы входим, второй вопрос у нас был, напомните, пожалуйста. О включении произведений крымско-татарских писателей детских в школьную программу. В школьную программу украинских? Да, школьников? да. Я думаю, что можно это делать и нужно это делать. Таким образом, во-первых, знакомить детей с народом новым, да, все-таки Украина это трудно национальное государство, по большому счету. Только последние, может, 10-12 лет, только Киев и в основном, и, может быть, Львов, видеть, знакомиться вживую с других народов. И я думаю, что в школьной программе это необходимо сделать. Это все-таки обогатит и украинского школьника, и будут налаживаться связи с крымско-татарским народом, уже начиная с детства. Очень важно. Я просто практически вижу, что, например, мой закончил школу, скоро учился здесь, в школе, и он был в этой школе единственным крымско-татарином, и они вот практически первый раз ездили. Вот, и просили его рассказать и о литературе, и о истории. И я благодарна, что эта школа таким образом воспользовалась этим моментом и как бы немножечко возможность и школьникам своим находиться чуть-чуть.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что говорили мы с Джамиле Сулеймановой, литературоведом, членом жюри конкурса «Крымский инжир». О том, как проходит конкурс «Крымский инжир», мы тоже вас регулярно информируем. Можете найти один из наших прошлых эфиров на эту тему на сайте Крым Реалии, где вы найдете архив всех наших радиопрограмм. На YouTube-канале Крым Реалии также есть эта программа, ее можно найти. Ну и сам сборник «Крымский инжир», он издается по результатам каждого конкурса, и можно найти его на полках книжных магазинов. Напомню, что говорили мы о детской литературе в предыдущем нашем эфире, о том, что пишут украинские писатели для детей о Крыме. И в этом эфире мы поговорили о нынешнем состоянии детской крымско-татарской литературы. Это радио Крым Реалии. Эфир для вас провел Сергей Макрушин. Оставайтесь с нами, пишите нам на редакционную почту и через форму обратной связи на сайте Крым Реалии.